Номер УИК 1346, да? Ага. Сдаете по референдуму отчет или по местным кеңешу? По местным кеңешу. Ага. К сдаче второго отчета готовы? С 14-го вопроса тогда начнем. Не бойтесь, сегодня еще не день выборов. Это 9 декабря, а не 11. Идет генеральная репетиция дня голосования. Хотя от настоящих выборов происходящее отличить сложно. Как операторы колл-центра, так и наблюдатели всерьез выполняют свою работу. 11 декабря режим, конечно, будет более напряженный. Наш оператор работает в специальном софте, который занимается непосредственно обработкой звонков. Они вбивают все эти данные. Форма отчетов, они абсолютно идентичны, что на руках у наблюдателей краткосрочных, что вот у нас в электронном виде, да, это софт наш. Потом все это выгружается, все эти данные потом вычищаются. В комнате 30 молодых людей. Сначала их обучали, а далее провели конкурс, выбрали лучших. Естественно, работать операторы будут за реальную зарплату. Операторы колл-центра, они у нас уже не первый год работают, они у нас занесены в нашу базу данных, и поэтому мы с ними тоже проводим тренинги, мы их обучаем, как правильно разговаривать с нашими наблюдателями, как правильно у них принимать отчетность, в какой последовательности. И там есть наши технические вопросы, они все это проходят обучение, они уже опытные. Коалиция за демократию и гражданское общество разыгрывает модель дня голосования дважды перед каждыми выборами, начиная с 2010 года. Один раз за 2 недели до дня X, второй перед выездным голосованием. Хотя это и репетиция, все максимально приближено к действительности, чтобы в день голосования все прошло без сучка, без задоринки. 22-й, да, 23-й, 24-й. Я приехал из Франции, которая прошла долгий путь становления демократии. У нас такого сильного наблюдения за выборами, какие организуются здесь в эти выходные, нет. Перед наблюдателями стоит очень серьезная миссия. Их более 1000. Мы надеемся, что выборы будут прозрачными и не возникнет никаких затруднений. Под тщательным вниманием коалиции в день выборов будет 721 участок по всей стране. По всем регионам республики уже разъехались 1222 краткосрочных наблюдателя от этого объединения. 11 декабря в день голосования операторы колл-центра примут 721 отчет 3 раза в сутки. Но это по плану. Если же наблюдатели зафиксируют какое-либо нарушение, они сразу же сообщат об этом сюда. Первые звонки поступят к операторам сразу же после открытия избирательных участков, а последний после того, как независимые наблюдатели получат заверенные копии протоколов итогов голосования. Сводки всех происшествий на выборах коалиция выставит на всеобщее обозрение. А нарушения могут быть разными. От несвоевременного открытия избирательного участка до процедуры подсчета бюллетеней. В итоге ЦИКу и партиям будут направлены рекомендации по улучшению их работы. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС.